Царна Россия yoyusna yozma yazır. Sondel Iupa çakıyor. Цар Лелуша гуюхью, остиятельный деркуду, шашен гуш бахатар, дал гуш бахит на церкви. Ахмад Хаджи Кадыров объявлен в Чечне предателем века. Накануне поздно ночью в Грозном президент Чечни Аслан Масхадов заявил на экстренном заседании чеченского парламента, что отдал приказ на задержание Кадырова, который, по словам Масхадова, сделал все, что было в его силах для российского вторжения в Чечню. Я напомню, что муфти Чечни стал первым, кто с чеченской стороны начал переговорный процесс с федеральными властями. 2 недели назад жители Гудермеса делегировали Кадырова в Москву. Он встретился с премьером Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию в Чечне. Власти говорят, что муфти трудный партнер для переговоров. Он был сторонником Джохара Дудаева, и сейчас его позиция по чеченским событиям часто не совпадает с официальной. Но он начал диалог, и федеральные власти поддерживают эту инициативу. Дети и предатели, и враги, и бандиты. Я хочу спросить у Кадырова, почему Кадыров глава там сидит, а почему он не наказан? Кадыров. При Масхадове он был его, при Басаеве, при Дудаеве он был с правой стороны, правая рука стоял, он как ученый, как мулла, как священник. А почему он сейчас на русских работает? Хочу сказать, у меня к нему особая месть к этому Кадырову. У меня внуки растут. Моя месть, я возьму Кадырова. Вот так. Моих сыновей убили из-за того, что Кадыров объявил Газоват и предал чеченский народ. Я хочу сказать, пусть он не думает, что он будет спокойно жить и сидеть там в кресле. Чеченский народ будет брать его. Вот так. Все матеря будут брать его. То, что его они назначили своей главной марионеткой, говорит, во-первых, о том, что действительно русские пошли ва-банк. То есть они презрели все правила, вообще всю тактику полностью они изменили, сбросили все маски и всех своих агентов, как говорится, полностью тоже вывели на передовую. Еще в конце той войны там у нас была, у нашей спецслужб была информация, что документы, когда в Грозном еще ФСБ мы разгромили в августе, документы в руки попали, именно Кадыров фамилия была, и напротив его кличка Адам. Проклят Кадыров, ты же свинья, ты предатель своего народа. Без мести это, безвозмездно ничего не будет, ничего не будет. Кадыров, ты предался, шкура ты предательская. Вот это слезы тебе отольются. Будь ты проклят, твой род. Такие, которые будут говорить, это была фальсификация, Кадыров кремлевский. Да если я кремлевский, я горжусь этим. Правильно будет сказать, что Кадыров-старший это был проект КГБ. Теперь уже с годами, я абсолютно в этом уверен, того периода он являлся агентом КГБ, и он во многом способствовал тому, чтобы началась первая военная кампания в Чечне. За началом первой военной кампании стояла исключительно тогдашняя ФСК во главе с Степашиным. Именно Кадыров-старший объявил России джихад. Именно он бросил клич, чтобы каждый чеченец убил по 150 русских, и что тогда закончится война. Когда началась вторая военная кампания в Чечне, и Кадыров стал претендовать на роль главной марионетки Кремля, в Чечне ему конкурировал Беслан Гантемиров, который тоже претендовал на эту роль. И в одной из телевизионных передач по Москве Беслан с иронией или с сарказмом спросил у Кадырова, что он делал в первую военную кампанию. На что Кадыров-старший ответил, что Владимир Владимирович Путин хорошо знает, чем я занимался и в первую, и между двумя военными кампаниями. Конечно, Путин назначил именно Кадырова главной марионеткой оккупационного режима. Алейла, ты? На сегодняшний день в Чечне нету легитимной власти. Произошел фарс с президентскими выборами. 11 сентября президентские выборы уже были проиграны, потому что альтернативы Кадырову не было. Кадыров – это человек Кремля. У нас был легитимный президент, легитимная власть в лице Масхадова, но сейчас ее нету. Если бы в Чечне и в Чечню ввели бы, как Албанию, Индонезию, ограниченный контингент войск ООН,
Тогда бы, может быть, там наступила бы какая-то ясность. А сейчас в Чечне тупиковая ситуация. И чеченцев преследуют по этническому, национальному признаку. Я хочу задать вопрос студии. Я хочу задать вопрос главам государств России и Чечни. Сколько нужно умереть чеченцам, сколько их должны убивать для того, чтобы их назвали преследуемым меньшинством как на территории Чечни, так же на территории Российской Федерации. В этом огромном государстве Российской Федерации для маленького народа не нашлось маленького места. Я Кадырову и его администрации не отвожу никакую роль. Кадыров родился на свет мунафиком. Таким его сделал Аллах. И сегодня роль он определил сам себе. Роль национал-предателя и изменника нашей Родины. И он будет проклят.